Выпавший накануне почти на всей территории снег порадовал жителей региона, ознаменовав начало зимы. У коммунальщиков была возможность тщательно подготовиться к морозам, поэтому первые осадки не застали их врасплох. Подготовку к осенне-зимнему периоду начали задолго до наступления холодов. На балансе у организации имеется 30 единиц машин. Туда входят КДМ, это комбинированные дорожные машины по распределению, разбросу именно вот песко-соляной смеси. У нас имеются автогрейдеры, их у нас 6 штук, я имею в виду подрядной организации, 7 штук у нас автопогрузчиков и 8 тысяч тонн уже готовой песко-соляной смеси. Серьезный экзамен для дорожников. Первый большой снегопад принес много работы в Джейрахском районе Ингушетии. Минавтодор вывел на линию специальную технику, которая убрала снег и обработала опасные участки соляным раствором. Дорожные бригады занимались ликвидацией последствий камнепада на горных серпантинах. Неделю назад нам пришлось убирать снег в Джейрахском районе, начиная там чуть выше Алкуна, и там подсыпали мы. Это была первая подсыпка у нас по зимнему содержанию. Ну и то, что касается вчерашние погодные условия, тоже было подсыпано больше, чем около 350-360 километров мы подсыпали дорог. Это уже за прошлые сутки на сегодняшний день. Вот, значит, не во всех местах, включая там, например, Магаз, подъездные дороги, которые на нашем балансе, там было все сухо. Механическая очистка дорог, ямочный ремонт. В Ингушетии протяженность трасс около 1000 километров, 560 из которых дорожники обязаны обслужить именно в зимний период. Ведется работа по подсыпке песчаной соляной смеси, это дороги 66 километров, это трасса Кавказ-Назрань, значит, Средние Чулки, Молгобек в направлении, Курб. Значит, другая дорога, это дорога трасса Кавказ-Нестеровская, Алкун-Таргим-Чми, протяженностью около 100 километров. Также дороги, которые между селами, межмуниципальные. Зимой дорожные службы работают в круглосуточном режиме, поэтому к любым сюрпризам погоды они, можно сказать, готовы. За состоянием на дорогах следят через метеостанции. У нас подготовлены графики дежурства из числа работников нашего министерства. Вот. Согласно этим графикам у нас они разосланы в МЧС, в главном администрации. Вот, если какие-то сигналы поступают, то у нас каждые сутки есть ответственный человек. Бывают такие моменты, где необходимо срочно сделать подсыпку, где необходимо там срочно завалы снежные, это касается больше Джейрахского района. Резкое похолодание вызвало коллапс на дорогах. Накануне в Ингушетии произошло сразу несколько ДТП. В Троицком столкнулись 2 автомобиля. 2 пострадавших сейчас находятся в Сунжинской центральной больнице. Еще одна авария произошла на автодороге Назрань-Молгобек. Дорожники просят водителей соблюдать правила, скоростной режим и сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать аварийных ситуаций. Тамара Хшагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.